В таком составе они еще не собирались. Семинар-совещание с участием председателей избирательных комиссий Южного, Северо-Кавказского и Крымского округов в Чечне проходит впервые. На протяжении дня участники совещания рассказывают о подготовке к предстоящим этой осенью выборам. Проблема бесполезной доступной среды совместными усилиями территориальных комиссий и администрации на местах решены. Вместе с тем предстоит еще работа по устранению выявленных недостатков на путях передвижения избирателей и инвалидов с нарушениями опорно-двигательных и зрительных функций от дома до избирательного участка. С 2015 года на территории Чеченской Республики зарегистрировано 664 429 избирателей. На сегодняшний день в контексте грядущих масштабных выборов перед избирательной комиссией стоит задача активизировать взаимодействие с органами учета и регистрации граждан, УПМС, ЗАГС, военными комиссариатами, судами, а также с главной местной администрацией. Владимир Чуров отметил особую роль территориальных избирательных комиссий, поскольку они являются важнейшим звеном в избирательной системе. Участки для голосования оборудованы новыми техническими средствами, поэтому предстоит провести обучающие курсы для сотрудников избиркома. Я обратил внимание в основном на работу территориального звена. Нужно в территориальной избирательной комиссии больше привлекать наблюдателей. Может быть, даже вести там видеосъемку. Скоро будет принят закон, восстанавливающий функции Центробанка по контролю за достоверностью сведений, которые представляют кандидаты. И я думаю, что нужно перенять опыт организации участков в Узбекистане и в Ингушетии, теперь уже это есть, комнату матери и ребенка на участке. Такие комнаты оборудовать. Ребенок, приходя вместе с родителями на избирательный участок, он уже немножко понимает, что произойдет, когда ему будет 18 лет. Совмещать должности председателя территориальной избирательной комиссии и руководящей должности в администрации того же района теперь нельзя. Таким образом, фактор участия местных властей в итогах голосования полностью исключается. Обсудили на встрече вопрос так называемой чеченизации. Чуров уверен, подобный термин придумали враги России, которым не нравится, что жители республики показывают твердую гражданскую позицию на всех выборах. Есть много людей, которые никогда вообще не занимались выборами, но судят о них. Вот один из них бросил этот термин. Те люди, которые говорят о чеченизации, я думаю, что они предпочитают американизацию и украинизацию. Те еще демократы. Сидеть им в луже. Не обошлось и без самой обсуждаемой новости последних дней. Присвоение Грозному статуса города воинской славы стало признанием заслуг чеченского народа и период Великой Отечественной войны, уверен председатель регионального парламента Дуквах Абдурахманов. Важную роль в восстановлении исторической справедливости сыграл первый президент Чечни Ахмад Хаджи Кадыров и нынешний глава республики Рамзан Кадыров. Кадыров Рамзан Ахматович, глава республики, все, что мог для членов избирательных комиссий, для избиркома сделал. Награды, материальные возможности, все, что по республике можно. На последних выборах в парламент кандидатов не только отсюда с республики, из регионов России до 800. С нами параллельно шел только Ростов. Больше ни у кого не было такого количества выдвиженцев в парламент. Исполкомами партий, которые здесь работают. Единая Россия, где Зайнал Абдиев постоянно работает. И работа самой прессы, телевидения постоянная. Хорошая работа, налаженная работа в этом направлении. Это многого стоит, это многого дает. Минутой молчания участники форума почтили память всех, кто погиб в период подготовки и проведения референдума 2003 года в Чечне. Делиться проводимой работой по подготовке к выборам в органы местного самоуправления председатели избирательных комиссий соседних регионов будут в течение 2 дней. Ровно столько будет проходить семинар-совещания, который возобновит свою работу уже завтра. Динара Мурадова, Адам Чекуев, Дауд Куруев. Новости.